2022 объявлен годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости в Кыргызстане. Указ подписал президент Садыр Джапаров. Документ подписан в целях повышения климатической устойчивости, сохранения природного наследия и проведения Международного года устойчивого горного развития. Согласно указу, Кабмину до 1 марта поручено разработать и утвердить дорожную карту по проведению года защиты горных экосистем и климатической устойчивости. Рассматриваются вопросы реализации экологических и климатических мер и проектов в сельском хозяйстве, энергетике, промышленности, а также проектов по развитию лесного хозяйства, экотуризма, реагированию на чрезвычайные ситуации, проведению мероприятий на международном уровне, научно-практических конференций и так далее. В администрации президента напомнили, что по инициативе Кыргызстана 16 декабря прошлого года участники 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно приняли резолюцию об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития. Прорабатываются и другие вопросы продвижения ряда инициатив нашей республики, озвученных главой государства в своих посланиях на Генассамблее ООН в городе Нью-Йорк и саммите лидеров по климату в городе Глазго. В указе говорится, что Кыргызстан в 2019 году ратифицировал Парижское соглашение в рамках реализации рамочной конвенции ООН об изменении климата. Страна приняла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов. Кыргызстан является лидером этой инициативы, так как вы знаете, что Кыргызстан 90% это горные массивы, и в нынешней ситуации мы понимаем, что мир движется к осознанию, насколько важна климатическая устойчивость. Это приводит к нескольким выводам. То есть вода становится ценностью очень важной для выживания человечества. Второе – это изменение климата должно учитываться при экономических программах. Поэтому Кыргызстан в этом отношении четко осознает, что при разработке экономических программ и стратегий мы должны учитывать экологию. И именно слово «устойчивость» говорит о том, что развитие не должно вредить будущим поколениям и природным ресурсам.